Senin telefon tiye almayısın? Я вам оставляю. Senin telefonunu tiye almayısın? Ознакомьтесь с письмом предупреждения, мы вызываем полицию. Men Қазақстанда қазақша қызмет алғым келеді. Ертең шығасыңдар телевизорға. Басында бірінші орысша айтты, содан барып ағылшын тілінде айтты. Мен екеуін де түсінбегенмін. Құқым бар. Мен бұны тартуға құқым бар. Мен журналистпін. Мен журналистпін. Предупреждение о том, что вы нарушаете правила. Қазақ. Берите, пожалуйста. Senin telefon tiye almayısın? Я вам оставляю. Senin telefonunu tiye almayısın? Ознакомьтесь с письмом предупреждения, мы вызываем полицию. Men Қазақстанда қазақша қызмет алғым келеді. Ертең шығасыңдар телевизорға. Русский язык остается языком бизнеса, так скажем, или языком обслуживания. Это многих активистов казахского языка возмущает. Они, значит, требуют, чтобы им отвечали на государственном языке. И их, значит, требования базируются на том факте, что Казахстан уже больше четверти века независимое государство, и язык следовало бы выучить. Те, кто захотел его выучить, конечно, выучили. Очень многие выучили, не только казахи. Вы как сидите, пойдете, хорошо? Нет, не пойду. Менің бұндай құқым бар. Менің бұны тартуға құқым бар. Мен журналистпін. Мен журналистпін. Предупреждение о том, что вы нарушаете правила. Қазақ. Берите, пожалуйста. Senin telefon tiye almayısın? Я вам оставляю. Senin telefonunu tiye almayısın? Огромное количество казахов живет за пределами Казахстана. И для них очень долго и трудно выучить русский язык, поскольку они в этом не родились. Они свободно говорят на ряде языков, но вот приходится им и по-русски изучить. Вместо того, чтобы Казахстан больше учил казахский, репатрианты вынуждены учить русский, чтобы выжить в Казахстане.